Працягнем тэму з эканамістам, акадэмічным дырэктарам бюрок Леў Львоўскі ўжо на відэасувязі. Добрый вечар. Вітаю. Гастарбайтары з Узбекістану на мазе. Як вы гэта бачыце? Вырашэнне кадравай праблемы знайшлі ўлады? Ці сапраўды гэта будзе эфектыўна? Нет, боюсь, что это не решение. Да, то, что вот удалось приманить 100 человек, это уже хорошо. Но Беларуси нужно приманивать гораздо больше людей в год. У нас гораздо более серьезные демографические проблемы. И я боюсь, что столько граждан Узбекистана мы не найдем. Граждане Узбекистана – это абсолютно нормальные, разумные люди. Они также читают новости. В Узбекистане действительно средняя зарплата ниже, существенно ниже, чем в Беларуси, но это не значит, что там нету никаких перспектив и перспективных производств. И я бы очень удивился, если бы удалось заместить хотя бы половину уехавших белорусов гражданами того же Узбекистана. Думаю, что речь все еще будет идти вот о сотнях человек, а не о десятках тысяч или сотнях тысяч, которые на самом деле нужны нашей экономике. Тым больш, што па дарозе з Узбекістану ёсць яшчэ Расія, у якой хіба ўсё ж такі, як бы там ні было, фінансавыя умовы лепшыя, ці гэта не так? Ну, зависит от конкретной отрасли, но во многих отраслях действительно в России платят больше. Россия сама столкнулась с недостатком рабочей силы. Собственно, многие граждане из бывших советских республик, они теперь решили не работать в России по разным причинам. Для некоторых, например, стало препятствием, что они теперь не могут выводить деньги из России нормально там, к себе на родину, как это раньше происходило. Для некоторых стало страшно просто быть на территории России, потому что мы знаем уже не одну историю, как Россия обманом иностранных граждан заманивает на войну, то есть условно людям предлагают поехать на какую-то работу, строить дом, в итоге они оказываются в каком-нибудь окопе и даже понятия не имели, кого они собираются атаковать завтра. Вот. То есть у России тоже есть серьезные проблемы. Часть граждан России, особенно если мы говорим про молодой возраст мужчин, они были призваны, мобилизованы дополнительно в армию, а еще значимая часть бежала из России, так как они не хотят вовсе быть мобилизованными, не хотят рисковать своей жизнью ради завоевания каких-то там новых областей для Владимира Путина. Так что, да, действительно, в России у самой проблемы, но надо еще смотреть, можно в случае Узбекистана, особенно на сам Узбекистан. Дело в том, что его экономика как раз выигрывает от всей ситуации в Беларуси и в России. Например, мы можем обратить внимание на новый парк высоких технологий в Узбекистане. Он не совсем новый, но ему дал большой толчок как раз отток IT-кадров из Беларуси. Если вы сейчас посмотрите на резидентов их IT-парка, то вы, наверное, сможете словить такое ощущение, что вы смотрите на ПВТ 2019. А ўсё ж такі тыя, хто прыязджае працаваць на МАЗ, гэтыя 100 асобаў, гэта людзі хіба далёкія ад парку высокіх тэхналогіяў. Тут у мяне таксама ўзнікае парадаксальная такая сітуацыя крышачку, бо рэжым сам звальняў з МАЗу працаўнікоў, якія праявілі нейкія незадаволенні і пратэставыя настроі, а цяпер, атрымліваецца, шукае гэтых працаўнікоў ва Узбекістане. Што гэта азначае? Што ніякіх паслабленняў, ніякіх саступак не будзе? Будзем звальняць сваіх любых незгодных, якія уяўляюць хоть некую пагрозу? Да, я уверен, что у текущих властей Беларуси политические устремления, они превалируют над экономическими. Самое главное – это обеспечить сохранность власти, а уже потом, во вторую очередь, надо думать об экономике. Наша демографическая ситуация, она и сама по себе, без всякой политики, достаточно кризисная. То есть даже если бы белорусы сейчас не уезжали за рубеж,
даже если бы никого не увольняли с МАЗа по политическим статьям, то все равно даже в такой ситуации было бы тяжело искать работников. На самом деле, вот естественное движение населения в Беларуси, оно гораздо более мощное, чем даже все эмиграционные потоки. Но да, ситуация такая, при этом власти продолжают еще ее ухудшать, продолжают создавать мотивации для людей отъезжать. И тут речь идет не только о МАЗе, а в целом об экономике. Мы, например, там видим новые разные инициативы, которые так или иначе тоже так сказать, не улучшают шансы людей остаться в Беларуси. Ну, например, даже та же самая инициатива с врачами. У нас не хватает врачей. Вот у Александра Лукашенко А ось родилась Лукашенко гениальная каже, идея, што что надо... што хапае лекараў, хай яны там не хлусяць і не кажуць. Літаральна 2 дні таму ў горадні, так? Ці учора ў горадні Нет, казаў это пра 2 гэта. дня тому в городе. А если вы посмотрите новости пару месяцев назад, то там Александр Лукашенко говорил, что не хватает пары тысяч врачей. Так что тут это зависит от дня, хорошее Александр Лукашенко настроение или плохое. Врачей объективно не хватает, и государство официально это признает. Вот их идея, как заместить нехватку, собственно, устроить такое фактически новое рабство для медиков, эта же идея, она тоже не будет работать в долгосрочной перспективе. Да, сейчас какое-то количество выпускников медвузов, они возьмут вот в это новое рабство на отработку, они действительно заместят какие-то дыры в найме, но новое поколение медиков, оно может просто не пойти учиться в медвузы или заранее уехать в другую страну. Праблема з кадрамі істотнае пытанне, як вы кажаце, у розных сферах. Тут і дэмаграфічны крызіс, пра які вы таксама ўзгадалі, мінус 45 тысячаў толькі за апошні год беларусаў у Беларусі, вельмі сур'ёзныя лічбы. Яшчэ адну тэму хацеў з вамі узняць. Рэгістрацыю новых індывідуальных прадпрымальнікаў неўзабаве спыняць і прымусяць іх пераўтварыцца ў юрыдычныя асобы. Гэтыя ды іншыя новаўвядзенні, прапісаныя ў зменах у закон о прадпрымальніцкай дзейнасці. Якога эфекту чакае Лукашенко, мы запыталіся ў доктара філасофіі, дарадцы Беларускай асацыяцыі бізнесу за мяжой Ярослава Ката. Зараз яму слова і потым працягнем размову. Зараз яны жадаюць зрабіць так, каб фармальна пабольшылась колькасць кампаній. Гэта выглядае для інвестараў і для Лукашэнкі як быццам больш бізнесу трапляе ў Беларусь, і кампаніі гэта працоўныя месцы, мабыць, фармальна, і таксама больш працоўных мест, таму што зараз яны жадаюць неяк прадэманстраваць іншым там інвестарам і прадпрымальнікам з іншых краін, якія яны ідуць там агітаваць, каб прыйшлі да іх там нейкія Казахстаны, Туркменістаны, там Расія і гэтак далей. Яны заманіваюць прадпрымальнікаў у Беларусь. І для гэта ім патрэбна статыстыка. Кажа Ярослаў Кот. А як вы бачыце, спадару Леў, тое, што абяцаў Александр Лукашенко даўным-даўно таму паціснуць руку апошняму прадпрымальніку, гэта той шлях, куды мы ідзем? Ну, не совсем. Думаю, что конкретно на индивидуальных предпринимателях тут сошлись клином две такие генеральные линии текущей власти. Одна линия – это та самая политическая. Да, люди, которые работают на себя, они были ядром протеста 2020 года, они недостаточно благодарны власти, недостаточно надежны, и поэтому с ними хорошо бороться. А вторая линия заключается в том, что надо собирать налоги. У нас, если проследить за последние 3 года, увеличились практически все налоги, особенно второстепенные. Ну, стараются пока что так скрести по сусекам, не увеличивать самые главные налоги. Хотя до НДС уже начинает тоже доходить увеличение. И вот у Александра Лукашенко, у него всегда была такая идея, что многие индивидуальные предприниматели – это не настоящие предприниматели, это такой способ легально уклоняться от налогов.
Действительно, думаю, что некоторые ИП использовались для налоговой оптимизации, когда человек на самом деле работал на какую-то крупную компанию, но оформлялся как ИП. Но понятно, что это не относится там, к абсолютному большинству индивидуальных предпринимателей. Так или иначе, вот тут со всех сторон как бы сошлись клини на бедных индивидуальных предпринимателях. Защищать их, очевидно, некому. Они слишком индивидуальные, чтобы создавать какие-то коалиции, чтобы иметь какой-то значимый голос. Поэтому на них легко нападать, они легкая жертва. Отдельно во всех вот этих законах, которые касаются ИП, тут надо отметить, что мы не знаем, о чем даже эти законы. То есть они принимаются уже во втором чтении, а у нас все еще нет актуального списка запрещенных видов деятельности для ИП. То есть важная часть вот этого нового закона, что урежут список деятельности, которыми могут заниматься ИПшники. И мы не знаем, какой будет этот новый список, то есть к этому даже невозможно подготовиться. И вообще все вот эти нововведения для ИПшников, которые принимаются за последние 3 года, особенно за последние 3 года, они всегда принимаются как-то наспех и в тайне, так, чтобы никто не узнал заранее, никто не смог как-то подготовиться, постелить себе соломку и так далее. Какой общий... Дам яшчэ адно меркаванне. Прымусовую перарэгістрацыю індывідуальных прадпрымальнікаў юрыдычныя асобы нам таксама пракаментаваў вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце Александр Кнырович. Давайте яго таксама паслухаем. Гэта азначае ў першую чаргу большыя выдаткі на дзейнасць, таму што дзейнасць індывідуальных прадпрымальнікаў яны мелі магчымасць працаваць па так званай спрошчанай сістэме падаткаў, гэта былі толькі 6% і нічога болей. Калі мы кажам пра дзейнасць у выглядзе юрыдычнай асобы, то падаткі будуць значна большыя, ускосныя падаткі, а гэта азначае падаражэнне тых тавараў і тых паслуг, з якімі мелі справу тыя самыя індывідуальныя прадпрымальнікі, падаражэнне менавіта для пакупнікоў. Але не ўсе пагадзяцца з гэтым, будуць шукаць іншыя шляхі. Малыя прадпрымальнікі, малыя прадпрыемствы, тыя самыя індывідуальныя прадпрымальнікі выпаўняюць вельмі важную функцыю цалкам у эканоміцы, і калі іх зачыніць, зноў паўтаруся, будзе большая інфляцыя, будзе меней выбар тых самых тавараў і паслуг, і самае, ведаеце, нармальны чалавек ці зачыніць працу, ці пайдзе ў ту самую шэрую зону, з якой іх калісьці і выцягнулі тым самым вельмі спрошаным падаткам у 6% ад абароту. Спадар Леў, калі вельмі коротка, напрыканцы маё такое апошняе пытанне, што гэта азначае для спажыўцоў? Тое, што кажа Александр Кнырович, падвышэнне коштаў, толькі гэта ці яшчэ штосьці? Да, или просто уменьшение количества услуг, которые люди могут потреблять. Например, для жителей крупных городов в Минске, да, это будет просто повышение цен, и все эти предприниматели могут, действительно, большинство из них перерегистрироваться как юрлица, нанять себе бухгалтеров и платить больше налоги, и перекладывать это на покупателей. А вот в малых городах и в селах там ситуация может стать гораздо более острой, потому что если у вас один магазин на все село, если у вас один зубной кабинет на все село и так далее, и этот кабинет закроется, то вам просто будет больше некуда ходить. Кажа эканаміст і акадэмічны дырэктар бюро Леў Львоўскі. Дзякуе за гэтую размову.